Весь последний месяц ситуация в Украине не сходит с главных новостных лент не только в Европе, но и по всему миру. В России и в Дагестане внимательно следят и сопереживают всему, что происходит в Украине и Крыму. С начала марта по всей стране проходят митинги в поддержку братского народа. 13 марта такой митинг прошел и в городе Дагестанские огни. На центральной площади города собрались сотни людей. Идея организации митинга нашла горячий отклик в трудовых коллективах, студенческих аудиториях, учреждениях, молодежных и общественных организациях и политических партиях. Дагагнецы выкрикивают общие лозунги в поддержку Украины и против фашизма. Так они выражают свое мнение по поводу того, что происходит в Украине. На руках у митингующих российский и дагестанский триколор, а также плакаты с лозунгами «За Крым против войны», «Своих не бросаем», «Огнинцы вместе с Крымом». Они митингуют в поддержку русскоязычных жителей полуострова и недопущения насилия в отношении мирного украинского населения. Вчера общественность обратилась к нам, к руководству города, провести митинг в поддержку Крыма, поддержку украинского народа, которые обратились к президенту России с помощью, помочь им, поддержать их. Вот поэтому мы вышли, в принципе, организовала наша городская общественная организация, и инициативу мы поддержали, поэтому вышли на митинг сегодня. Как вы относитесь к событиям, которые происходят сегодня в Украине? Очень плохо, очень плохо. Это братский народ. Я там в начале службы служил, там полгода подготовительной учебки, так называемое советское время. Очень добродушные, хорошие люди. Просто такая беда с запада к ним пришла. Сыграли на их настроениях, на их чаяниях. Из-за того, что у них там немного отстают от России, чуть бедствуют, они воспользовались этим, своими фантиками, долларами, завлекли и молодежь, вот как во многих местах завлекают молодежь. И разошлась она до такой степени, что практически вооруженный переворот, захват государства, изгнание действующего президента и бесчинство, которое творится сейчас в государстве. Конечно, очень плохо отношусь. Хотелось бы, чтобы было там спокойствие, и чтобы эти люди наконец-то вышли с экономического коллапса и жили как нормальные люди. Это, во-первых, я участник общеобразовательной жизни школы, нам попросили выступить за Украину. И как бы тоже, да, Украина находится рядом с Россией, как бы тоже наши сотоварищи, и Крым тоже, да, там большинство русских живут, за нашу Российскую Федерацию пришли постоять. Как ты относишься к ситуации, которая сложилась сегодня в Украине? Украине? Ну, так плохо, конечно, то, что там идет как бы такая гражданская война. Это неприятно, то, что свои русские там, нацисты там что-то хотят сделать. Но плохо отношусь, да. Но я надеюсь на мирное разрешение, то, что все, ну, там закончится хорошим, без травм, без ничего, без погибели людей. Зачем все заново ту же самую историю, потому что прошлое было, не хотелось бы продолжать. Происходящим в Украине. Народы Крыма обратились к России, народам России за помощью. А мы, дагестанцы, всегда такой народ, мы идем туда, где нужна помощь. Сами хлебосольные, сердобольный народ Дагестана. И на этот раз мы поддерживаем народ Крыма и говорим, что жители города Дагестанские огни вместе с народом Крыма. Вот 16 марта пройдет референдум народа. Если народ скажет, что мы с Россией, и мы всячески будем стараться и материальную помощь, и физическую помощь, и всякую помощь народу России и Дагестана окажут в Республике Крым, чтобы удовлетворить их просьбу и требования. То, что сложилось сейчас на территории вообще Украины, это немыслимо. Это не украинский народ, который они показывают. Это наемники, это фашисты, это бендеровцы. Создают смуту внутри народа. Это нам не по душе. Вообще вмешиваться во внутренние дела любого народа, кому бы то ни было, ни Америки, ни России, это не годится. Народ сам должен определить свою судьбу. Вот 16 марта определит свою судьбу народ Крыма, и мы за их решение. Мы поддержим их.
В прениях представителей администрации города, общественных организаций, депутатов городского собрания, работников учреждений культуры и образования была выражена единодушная поддержка решения о проведении в Автономной Республике Крым референдума, в ходе которого народ сам определит свою дальнейшую судьбу. Также на митинге звучали слова о том, что Россия, которая перенесла главную тяжесть борьбы с фашизмом, не может оставаться равнодушной к сложившейся в Украине ситуации. Стоит отметить, что дагестанцы близко к сердцу приняли события, происходящие в Украине, и немедленно откликнулись на принятое главой республики Рамзаном Абдулатиповым решение об оказании действенной поддержки соотечественникам в Крыму. Жителям Автономной Республики Крым была направлена гуманитарная помощь, в сборе которой приняли участие большинство населенных пунктов Дагестана, в том числе и дагестанские огни. Напомним, что в ближайшее время пройдет референдум, где решат дальнейшую судьбу региона. Проводя митинг, дагоглинцы хотели показать, что здесь, в России, живут их друзья, соратники, родные по духу люди, готовые всячески поддержать близкий нам народ.